Здорово! Менду Киркил. Еттик тингатури. Амуче чейлалек. Экспериментальная школа-интернат «Арктика» с углубленным изучением предметов гуманитарно-культурологического профиля была открыта в 1999 году в Нерюнгринском районе. За эти годы в школе прошли обучение более 1000 детей, представителей коренных малочисленных народов не только из северных районов нашей республики, но и Бурятии, Иркутской, Читинской, Амурской областей, Хабаровского и Красноярского краев и Чукотского автономного округа. Хотан, ихо хурей хотан, ихо хеджей хотан, ихо хурей хотан, хеджо. Деле инча, деле инча. Аэт эмакалу, деле инча. Год педагога и наставника, объявленный президентом нашей Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, также отмечается и в нашей школе. Наши педагоги, они все уникальны. Каждый уникален по-своему. У каждого свой наработанный опыт. У каждого своя методика по работе с нашими замечательными детьми. Этот год для нас особенный. И мы постарались, чтобы именно в этом году, в год педагога и наставника, наши учителя почувствовали себя настоящими учителями с большой буквы. Потому что все-таки цель этого года – это повышение престижа каждого педагога, это привлечение молодых специалистов. И хочу сказать, что в этом году у нас достаточно много молодых специалистов, которые с особым энтузиазмом подключились к работе. Оставайтесь всегда такими же молодыми, такими же позитивными. А самое главное, никогда не забывайте, что самое главное в нашей работе – это любовь к детям. Школа «Арктика» является единственным учебным заведением, где ведется преподавание языков и культуры всех 5 коренных малочисленных народов севера нашей республики. В школу-интернат принимаются в первую очередь дети, нуждающиеся в помощи государства, в том числе дети из многодетных и малообеспеченных семей. Основная миссия нашей школы – это развитие, возрождение и популяризация родных языков и культур. Это основная миссия образования нашей школы. Ну и, конечно, мы всестороннее развитие ребенка, который приезжает в нашу школу, это, естественно, тоже является основным приоритетом взрослого коллектива. Я говорю не только о педагогах, но я говорю о всех тех, кто работает здесь, потому что все те работники школы, которые приходят к нам, они окунаются в ту жизнь, которая здесь протекает, и они близки, вот духом близки, сердцем близки, потому что идет взаимообогащение. Взрослые делятся не только своими знаниями, они делятся и жизненным опытом, советами. А дети, они делятся своей энергией. Поэтому мы молодеем, как нам говорят наши выпускники, с каждым годом. Поэтому, конечно, это школа, которая заряжает нас добром, дает нам силы и строить планы, и эти планы успешно осуществлять. В «Арктике» ведется обучение только в старших классах с 8 по 11. В школе ведется общинное самоуправление. Ученики разделены на 4 общины, которые весь год соревнуются между собой, получая баллы за хорошую учебу, дисциплину и успехи в спорте. Дети очень активные, трудолюбивые, домашние задания все выполняют. На уроках также стараются усердно работать. Бывают, конечно, трудности, потому что у некоторых ребят не было в прошлых школах не было урока английского, поэтому сюда приходят немножко слабенькими, но мы пытаемся их поднять до того уровня, который соответствует в данной категории, имеется в виду класс.
Каждый ученик Арктики прекрасно понимает, что от него зависит будущее Севера и его коренных народов. Выпускники Арктики отлично адаптированы к современной глобальной культуре, но в то же время ценят традиции и культуру своих народов. И главное, гордятся тем, что они наследники богатейшего достояния народов Севера. Я работаю больше 8 лет, полюбила детей, они замечательные, очень искренние, очень отзывчивые. Мне нравится то, что я вижу отдачу от детей. Есть дети, приходят сильные, есть слабые, есть среднего уровня, разного. И когда объясняешь детям, видно, как они начинают понимать, решать. Это самое лучшее. Я вообще люблю детей и люблю свой предмет математики. И здорово, когда у них получается решать что-то сложное. Это главное, наверное, для нас, для педагогов, научить детей чему-то. Признанием достижений в инновационной образовательной деятельности является то, что школа является федеральной и республиканской экспериментальной площадкой по реализации проектов по возрождению и развитию языков и культуры коренных малочисленных народов Севера. У нас очень особые дети. Здесь дети разных национальностей, малочисленного народа Севера. Дети очень хорошие, добрые. Каждый индивидуальный ребенок развит вот по своим традициям, обычаям. Да, я много узнала, я сама с Бурятии. И вот мне очень нравится, когда в детях воспитывается любовь к своему народу, к своему искусству, к традициям, обычаям своим. А школа сама по себе интересна тем, что здесь помимо учебы дети занимаются очень много различными мероприятиями. Каждый здесь народ, да, представляет свое лицо. Дети представляют лицо своего народа. Они показывают все свои умения, навыки. Да, вот вы, наверное, посмотрели, какие традиции, обычаи проходят. Да, здесь постоянно праздники проходят в начале года, в конце учебного года. Насыщенные мероприятия. Нет такого дня, наверное, когда дети наши не были заняты. Постоянно происходит очень интересные воспитательные мероприятия, очень хороший ансамбль у нас, да, мне вообще эта культура, я много узнала культуру и обычаи малочисленных народов Севера. Здорово. Здорово. Он бидерес. Аят бидерев. Си иду биденни. Биби киту бидем. Юдор кателгу бис. Кетал. Иду си анимни хавалдиран. Анинми таткиту хавалдиран. Иду анинни хавалдиран. Анинми таткиту хавалдиран. Аят битикал. Аят битикал. Бакалды дала. Бакалды дала. Сохранению языков коренных народов Севера в школе придают особое значение. Глобализация поставила под угрозу родную речь коренных жителей Арктики. С каждым годом носителей языков становится все меньше. Чтобы языки северных народов не стали частью истории, а продолжали жить и развиваться, в школе разработали авторские методики преподавания. Саваки, сиокина мадингас, упкат тагальсинова эридере, окира едвол адидингас, илкал, сыны упкат еңидере. Тимуджариду колобот битян, тонготочоду головун диокал, маргаджариду пират чургидян, умуджариду урун масимучувкал, сангоджарива анчан матасикал, умуканди укумнет бекал, амкадуви анин металкичадан. Главная задача учителей методического объединения гуманитарных дисциплин – это повышение эффективного качества основного и общего образования в условиях реализации обновленного государственного федерального стандарта. Именно задачей нашего методобъединения является применять современные коммуникативные технологии на уроках для активизации познавательной и самостоятельной деятельности учащихся, развития культуры речи. Поэтому в процессе преподавания русского языка и литературы в национальной школе мы столкнулись с несколькими темами. Во-первых, это литературное образование в национальной школе. Мы считаем, что должно складываться из нескольких составляющих. Непосредственно русской литературы, которой необходимо уделять особое внимание, так как наши ученики сдают ОГЭ и ЕГЭ по литературе, и национальной литературы. Поэтому национальное наследие любого народа – это главная духовная ценность. Поэтому мы преподаем предмет русскую литературу, например, как совместно, как синтез
национальной литературы и русской литературы. Таким образом, опора на диалог культур именно для учителей русского языка и литературы является доминантным в качестве ведущего подхода в системе литературного образования. Реализация данного подхода способствует сохранению и развитию этнической культуры, освоению культурного наследия своего народа и формированию национального самопознания, освоению детьми и молодежью ценностей родной, общероссийской и мировой культур. В школе сохранение традиционной культуры гармонично сочетается с современными формами обучения. В Арктике с сентября 2020 года работает Центр образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста», открытый в рамках реализации нацпроекта «Образование». А новые технологии и методики теперь используются даже при изучении привычных предметов. Здесь очень интересные дети, очень интересные мероприятия. Занимательно проводим время не только во время учебы, но и после нее. Школа мне дала очень много нового интересного по этнопедагогике, поэтому меня заинтересовал такой вопрос, как этноматематика, чем я сейчас очень глубоко занимаюсь. Это дало толчок также мне для поступления на соискателя в аспирантуру в Новосибирске в городе. Я пишу кандидатскую диссертацию, мне в этом помогают наше руководство, наши дети, потому что все экспериментальные вопросы, связанные с диссертацией, они, конечно же, будут основываться на нашей школе, на ее очень интересном укладе жизни. Этноматематика, этот центр появился, в принципе, не так давно, но он появился на основе понятия этнопедагогика, потому что это понятие основывается на изучении этноса и мировоззрения людей, живущих на определенной территории. Туда входят не только знания о народе, но еще и математические знания. Поэтому такое получило название «Этноматематика». Вдохновить детей на постоянное пополнение багажа знаний – такой принцип лежит в основе обучения. Педагоги Арктики сознают, что в стремительно меняющемся мире нужно постоянно заниматься саморазвитием. Поэтому в первую очередь они учат учиться и становиться лучше выбранной профессии каждый день. Эта школа очень уникальна за эти годы, больше 20 лет. Меня каждый год удивляют дети. Конечно, мало кто в технический поступает, но все-таки поступают и сдают физику, но у них особое мышление, свое северное. И на своих уроках я преподаю именно физику так, чтобы им было более понятно, на их примерах. Например, магнитное поле – очень сложная тема, да, линии магнитного поля. Но все наши дети знают, что такое северное сияние. И благодаря, наверное, их видениям, даже каких-то мифов, сказаний, мы как-то переплетаем и физику, и мифологию. Получается очень интересно. Самое главное, что это запоминающееся, то есть больше на ассоциативную память, мышление, на развитие. Поэтому иногда уроки проходят очень интересно. Мы подбираем такие специальные темы, вот я вот ищу. Даже дети мне подсказывают, как более ту или иную сложную тему, как можно ее раскрыть. Это не обязательно должны быть приборы, опыты или задачи. Это может быть и совершенно по-другому. Например, вот с такой точки зрения. Но не только в учебе, но и во внеучебной работе воспитанники школы «Арктика» принимают самое активное участие. И большую помощь им в этом оказывает советник директора по воспитанию. Эта новая должность появилась буквально в этом году в рамках пилотного проекта Министерства образования. Кто же такой советник по воспитанию? Да? Он не является заместителем директора по воспитательной работе, он не дает советы директору, педагогам. Советник работает с детьми. Сейчас очень много проектов, возможностей для детей, да? Такие как, например, навигаторы детства. Вот мы очень сотрудничаем с этим движением, российское движение детей и молодежи. Руководителем первичной организации является Угарова Наталья Николаевна. Вот мы уже зарегистрировали более 40 детей в этом движении, уже приняли участие в торжественных мероприятиях, которые прошли у нас в районе. 2 девочки у нас получили паспорта в торжественной обстановке. Вручил им Лев Зотов, заместитель главы по социальным вопросам. Также у нас с этого года юноармейский отряд тоже вошел, как сказать, в проект, да. Руководителем является Колесов Спартак Владимировичем. Юноармейцы у нас уже побывали
тоже на торжественном мероприятии. Их посвятили наших восьмиклассников в ряды юноармейцев. Говоря о патриотическом воспитании, можно отметить, что помимо традиционного для многих школ перечня мероприятий, в школе «Арктика» уделяет много внимания чувству товарищества и ответственности за друзей. Там для ребят открыли клуб «Патриот». У нас проводится строевая подготовка, то есть маршировка, смотр строя и песни. Это бывает у нас 23 февраля и 9 мая. 23 февраля участвуют только парни, а 9 мая, получается, вся школа, также и педагоги. И есть у нас очень интересный проект «Подтянись». Это подтягивание на турнике за определенное время. Конкурс между общинами и за личное первенство. То есть раз в месяц проводим это мероприятие со всеми парнями школы и фиксируем результаты. Выявляем лучших. Лучшая община, лучшие в школе и лучшие в классе. Так как, чувствуя конкуренцию, дети начинают поддерживать друг друга. Например, какой-то этаж отстает от первого места на 5-7 подтягиваний. Это общесуммированно. И начинают все лучше тренироваться. Также в памятные даты Великой Отечественной войны проводим беседы, просмотр фильмов, связанные именно с этой датой. И будет сборка автомата Калашникова 74М, стрельба из пневмооружия на первенство, РХБЗ средства на время, то есть ОГЗ и противогазы. И в дальнейшем будем конкурсы обновлять и добавлять. Арктиканцы знакомятся с богатым наследием предков не только в теории. На уроках технологий они работают с кожей, текстилем, бисером и постигают тонкости других видов декоративного искусства. Учатся готовить национальные блюда и шить модную одежду в традиционном стиле. Как важный элемент изучения и сохранения национальной культуры, в школе «Арктика» есть собственный музей, экспозиция которого постоянно пополняется. Наша школа является школой для народов Севера, поэтому наше направление музея в основном краеведческое направление. Экспонаты собраны в основном и подарены сородичами из села Енгра, подарены выпускниками школы и работ учащихся, данное время. Да. Экспонаты в основном, как вы видите, рассказывают о жизни и быте народов Севера. В школе любят петь и танцевать, ведь это неотъемлемая часть культуры народов Севера. Каждая община водит свои национальные хороводы, на праздниках устраивают танцевальные батлы. Есть и профессиональный творческий коллектив, фольклорный танцевальный ансамбль «Ля Ридо», лауреат целого ряда фестивалей. Ребята с успехом гастролируют в Москве и Санкт-Петербурге, на Дальнем Востоке и в Сибири. Детишками мы занимаемся 5 раз в неделю. У меня в составе «Ля Ридо» более 20 детей, где-то 26-27. Но сейчас набор идет, потому что с начала учебного года, естественно, с 8 класса мы набираем в основной состав. Помимо того, что дети танцуют, здесь не только вот эти 20 детей танцуют, здесь вся Арктика танцует, то есть все 125 детей. У нас отдельно идет как программа «Танцующая Арктика», где принимают участие все дети, все общины. И идет как «Ля Ридо» уже основной состав коллектива. Национальные виды спорта – еще одна непременная составляющая жизни в Арктике. Здесь регулярно проводят соревнования игры предков. Отличная спортивная подготовка помогает арктиканцам регулярно побеждать на региональной спартакиаде, а многие выпускники после окончания школы становятся профессиональными спортсменами. Наша школа отличается от остальных школ, допустим, в городе Нерингове тем, что она является национальной школой. То есть здесь учатся дети коренных народов Севера, малочисленных народов Севера. И традиционно, конечно, они связаны с народными
играми, с народными традиционными видами спорта. Например, северное многоборье. Вот я являюсь и тренером по северному многоборью. И с наших стен около десятков мастеров спорта выросли, становились чемпионами, призерами различных и республиканских соревнований, российских соревнований. Рекорды устанавливали. Некоторые рекорды, если я не ошибаюсь, если не обновили, то они до сих пор стоят, некоторые рекорды республики. Но также наши ребята, конечно, интересуются и другими видами спорта. Они посещают секции вольной борьбы, тоже очень много у них побед за эти годы, за 24 года. И мастерами спорта тоже выросли, стали. Занимаются боксом, ходят в секцию волейбола. Вот последний год у нас вот волейбол прогрессирует, очень хорошие результаты показывали ребята, выигрывали районные соревнования в Нерюнгринском районе, и девушки, и юноши. Школа «Арктика» вошла в сеть президентских школ, стала лауреатом 5-й Московской международной выставки, получила грант президента Республики Саха-Якутия, грант Всероссийского конкурса образования и награждена знаком «Золотая опора России». Все это благодаря работе коллектива, который давно стал одной большой и дружной семьей. Если говорить о педагогическом составе нашей школы, то очень много в нашей школе работает наших же выпускников, и мы этому очень рады. Заканчивая нашу школу, они поступают в педагогические колледжи, вузы и возвращаются к нам уже с новыми идеями, с новыми планами. В этом году, в год педагога-наставника, в нашей школе мы открыли класс психолого-педагогического направления. И те ребята, которые учатся в этом классе, они будут проходить там не только теоретическая подготовка, но и в основном это будет практикоориентированный подход. Наш коллектив сейчас вот действительно золотой состав коллектива, который успешно развивает наших детей по всем направлениям. В этом году мы вступили в ассоциацию школьного кластера, который находится, в общем, головное предприятие, которое находится в Москве. И со следующей недели мы начинаем обучение в федеральном проекте «Код будущего», который направлен на развитие инженерного образования наших детей. Руководство «Арктики» не планирует останавливаться на достигнутом и надеется и дальше заниматься развитием уникального образовательного центра. В будущем необходимо проводить модернизацию школы, открывать новые учебные классы. Тем более в следующем, юбилейном для школы году должно начаться строительство нового современного корпуса.